Поздравляю вас с началом священного месяца Рамадана. Пускай Аллах Та'аля, я так понимаю, все здесь, кто присутствует, все пост держат, альхамдулилля, это милость Аллаха. Пускай Аллах Та'аля сделал так, чтобы Он принял наши посты, иншаллах. И сделал этот месяц, как, знаете, такое высказывание есть, месяц Рамадан. Начни новую жизнь ради вечной. Да? То есть возможность, месяц, когда шайтаны закованы в оковах. Двери рая открыты, двери ада закрыты. Мусульмане, альхамдулилля, собираются в мечетях, собираются на ифтарах, на меджлисах. И, давайте так, становятся другими на протяжении этого месяца. Они меняются. Пускай Аллах Та'аля сделает этот месяц таким, чтобы мы стали лучше в конце этого месяца. Сегодня хотел затронуть тему, связанную с сурат аль-Фатиха. В некоторых хадисах приходит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ля салята лиман лям якра би фатихатиль китаб». Нет молитвы у того человека, который Фатиху не прочитал. Так да? Аль-хамд, то, что называют наши татары. Аль-хамд. Аль-хамне укадынма, да? Говорят же иногда, то, что бабушки, дедушки нас кульгу Аллаху ахад обучают, и аль-хамд. Но какое значение? Приходит, что это самая великая сура Корана. Какое значение в эту суру, в этих значениях присутствует? Первое, с чего начинается, это Аллах Та'аля начинает со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Что значит «Бисмилляхи рахмани рахим»? Какое значение есть? Хвала Аллаху, милостивому, милующему. Нет, не хвала. Бисми. С именем. То есть я начинаю бисмилляхи с именем Аллаха. С каким именем? С языковой точки зрения означает со всеми. Я начинаю свою речь, какое-либо дело. С именем Аллаха Та'аля. Со всеми, включается здесь, прекрасными, совершенными именами Аллаха Та'аля. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Рахман. Что значит Рахман? Это тот, который описывается качествами милости. Рахим, что значит? Милующий. Милующий. То есть здесь качество, оно проявление милости. Отношение к верующим людям, он был Рахим. Это качество проявится по отношению к ним. Почему это важно? Обратить внимание. Мы начинаем чтение Корана. Коран, что это такое? Священная книга. Источник этой книги. Это очень важно. Это философ? Это Аллах. Это не философ, не мыслитель, не какой-то ученый, не какой-то умный человек. Это Господь мироздания, тот, кто сотворил весь этот мир. Вы понимаете? То есть это не философ, не мыслитель, не умный человек. Это Творец мироздания. С именем Аллаха. Какими качествами он описывается? Первое, с чего начинаем, когда упоминаем. Ар-Рахман, Ар-Рахим, милостивый. Милость, которую к нам проявляет, к верующим людям. Правильно же? Милость которого охватывает творение его. Что это значит? Вот эта книга, которая была ниспослана, это Коран, это проявление милости Аллаха Та'аля. Что он по милости своей отправил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, с нам, с этим откровением, как милость для миров. И мы должны это понимать, мы должны это ощутить, мы должны об этом задуматься. Вы представьте, люди живут и не понимают, для чего они сотворены, не понимают смысл своего существования, смысл бытия. Один говорит: мы существуем для того, чтобы... Для чего существуем? Для удовольствия. Наслаждаться, развиваться, совершенствоваться, добиваться новых результатов, реализоваться. Даже мы существуем для того, чтобы жить. Откуда это понятие существует? Зачем? Откуда мы взяли это? Если задумайся, очень часто получится, что мы сами это придумали. Источника нет. Но когда ты понимаешь, что есть Господь всех миров, тот, кто сотворил тебя, сотворил весь этот мир, и Он отправил тебе руководство, разъяснение, в котором Он сам объясняет, для чего Он сотворил. Давайте простой пример. Вас наняли на работу. Работает кто-нибудь? Ну, наверняка. Наняли на работу. Вы пришли на работу. А вам не объяснили, для чего вас наняли, что от вас требуется. Говорят: это твое новое рабочее место. Нормально будет, если тебе не объяснят, для чего, что от тебя требуется? Ненормально, правильно же? Но тебе же зарплату, наверное, заплатят. На некоторых видах работы, может даже под трибунал, под суд отдадут. Так же бывает же? За невыполнение своих задач, которые на тебя возложены. Но ты понимаешь, что рано или поздно, естество, природа, Аллах нас таковыми сотворил, что ты понимаешь, что рано или поздно ты перейдешь в мир иной. Все, что ты приобрел, здесь ты оставишь. А что дальше будет? Будет или вечное наказание, или вечное наслаждение. Или наказание, или наслаждение. От чего это зависит? Что от нас требуется, чтобы быть из тех, которые получают, зайдут в рай? Что от нас, что нам запрещено? От чего мы должны остерегаться, чтобы не попасть в ад?
Кто нам это объяснит? Мы сами должны философствовать. Зачем нас сотворили? Откуда мы можем это узнать? Сами догадки будем строить, как на работе. Зачем же меня наняли? Наверное, для этого. А может, для этого. Фантазировать будем на работе или же у работодателя спросим? У работодателя. Разумно спросить у работодателя. Аллах нас сотворил. Не надо философствовать, зачем Он нас сотворил. Он не послал последнего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, и предыдущих пророков, для того, чтобы они нам указали прямой путь, разъяснили, для чего мы сотворены, что от нас требуется, что мы должны делать, чтобы заслужить его расположение к нам, чтобы зайти в рай, и чего мы должны остерегаться, чтобы избежать его гнева и его наказания. И эта книга была ниспослана как милость для миров. Это очень важно, милость, для того, чтобы мы знали путь, который ведет нас в рай. Правила, которые регулируют наши отношения в этом мире. Давайте вот так подумаем. Представьте себе, тот, кто сотворил весь этот мир. Тот, который знает каждую мелочь. И он еще описывается качеством, что он милостивый. Он любит свои творения. Как вы думаете, если он вам что-то приказал или что-то запретил, в этих повелениях благо есть или нет? Или же зло? Есть благо. Человек может тебя очень сильно любить, быть очень хорошим, но он глупый, чего-то недопонимает. Он может же тебе что-то посоветовать, что навредит тебе? Конечно. Он может быть очень хорошим человеком, но дать тебе совет, который тебя погубит. С другой стороны, человек может быть очень умный, но он вредный, он зла тебе желает. И он даст тебе совет, который тебя также погубит. Но Аллах, Господь всех миров, Он обладатель абсолютного знания, абсолютной мудрости, абсолютного могущества. И Он тот, который ниспослал нам это руководство в качестве милости для нас. В нем, в этом руководстве, Он нам объясняет, что является истиной, что заблуждение. Объясняет природу мироздания, то, как этот мир устроен, не частично, а вот именно в глобальном плане. Это можно долго об этом говорить, но вот то, на что я хотел обратить внимание. Мы начинаем чтение Корана со слов, начинаем с именем Аллаха, который является милостивым по отношению, описывается качеством милости, и что Он милует, с милостью относится к своим творениям. Для того, чтобы у нас было понимание, даже если какая-то строгость в этих аятах присутствует, в предписаниях Аллаха Тааля, в конечном итоге это обращается благом. Благом для общества, благом для людей в этом мире и в мире вечном. Понятно вот на этой стадии? Если есть вопрос, я сразу лучше отвечу. Хорошо, если нет, дальше. Альхамдулилляхи. Альхамдулилля, да? Альхамдулилляхи. Что дальше идет? Раббил алямин. Как перевести это можно? Перевод правильно сказать, перевести? Не совсем. Как можно перевести некоторые значения, которые содержатся в этих аятах? Смысл частично передать. Тафсир на русском языке сделать, скажем так. Альхамдулилля. Вся хвала, все восхваление заслуживает ее кто? Аллах. Вопрос, кто такой Аллах? Есть у нас понятие иля. Иля – божество, да? Тот, кому поклоняются, тот, кого обожествляет. А Аллах. В чем разница? Единый Бог, нет? Бог-творец, да. Бог-творец. Я вам пример приведу. Арабы во времена пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и, кстати, христиане многие, они Бога на арабском языке называют Аллах. Говорят, Аллах. А многобожники во времена пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, они Бога, Творца называли Аллах. Даже аят есть. Если ты у них спросишь, кто сотворил небеса и землю, они что ответят? Они обязательно, непременно ответят, сотворил Аллах. Они верили, что есть Бог-творец. Тот, который сотворил мироздание, тот, который дает пропитание. Но наряду с этим они также поклонялись, обожествляли кого-то наряду с Аллахом. Кого они обожествляли? Кого, например? Кто знает? Идолов. Идолов. Не надо думать, что они просто истукана слепили и ему поклонялись вот так вот. Да, они поклонялись. Они говорили, например, было такое, что духи планет заходят в этих идолов. Да, например, они как будто с ними обращаются. Они говорили, что они поклоняются ангелам. Да, говорили дочери Аллаха. Ангелы, арабы, многобожники говорили, аузубилля, что у джиннов с Аллахом была связь, и в результате этой связи образовалась интимная связь. Ангелы появились. Они говорили дочери Аллаха, приписывая Аллаху эти недостатки. Аузубилля. Но
Это их убеждение было. И они как будто бы через этих идолов обращались к ним. У них были идолы Ибрагима и Исмаила. Вы представьте, кто такие Ибрагим и Исмаил? Авраам по-русски, даже? Пророки. Величайшие пророки. Ибрагим и Исмаил. Величайшие пророки. Вот им прямо идолы были установлены. Прямо рядом с Каабой. Или внутри Каабы они находились. То есть они говорили: «Ха-уля и шуфа'а индаллах». Они являются нашими заступниками перед Аллахом. И говорили: «Ма на'будухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа». И они говорили: мы не поклоняемся им, кроме как для того, чтобы они нас приблизили к Аллаху. Только для этого им поклоняемся. Очень важный момент. То есть они признавали, что Бог Творец один, что Властелин всего сущего один. Однако же они относились к кому-то из творений так, как подобает относиться только лишь к Богу. Приписывали божественные качества творениям. И это, такие вещи в наше время тоже есть. Хотите пример приведу? Представьте себе, сейчас придет кто-то и скажет: мусульмане, Рамадан лучше будет, если он будет проходить, пост вы будете держать не в Рамадан месяц, а в месяц, какой месяц, скажем? Мухаррам. Как вы думаете? Он скажет: вот так будем. Какое положение этого человека будет? Не скажем: да, ты очень великий человек, мы будем теперь в месяц Мухаррам поститься за место Рамадана. Что получится? Куфр. Почему? В чем причина? Потому что это неверие в слово Аллаха, которое было исполнено. Абсолютно верно. Но в чем изюминка здесь? Вот именно ширк здесь будет происходить. Он приписал ему божественное качество. Он дал ему право, нам установил пост в месяц Рамадан Господь миров. Нас правит по праву того, что Он Господь миров. Это не просто традиция, это повеление Творца мироздания. Вы поймите, это повеление Творца мироздания. Он предписал нам поститься Рамадан. Он предписал на джума именно в пятницу совершать. Он предписал пятикратную молитву совершать. Он предписал хиджаб. Это Он предписал. Если кто-то эти положения отменяет, что он делает? Он себя что, пытается поставить на уровень Творца? Вы понимаете, Бог сказал, а я сказал по-другому. Вот так же получается. Если человек это признает, он его фактически ставит на уровень кого? На уровень Бога. Бог сказал Аллах сказал в Рамадан, а человек сказал в Мухаррам. Вы понимаете? То есть фактически приказ Аллаха, чей-то приказ на уровень приказа Аллаха поставить. Это часть вот этого. Это часть. Но в чем суть? Альхамдулилля, вся хвала, все восхваление, то есть поклонение, возвеличивание, абсолютное возвеличивание. Его заслуживает кто? Аллах. Почему он заслуживает этого? Кто может сказать? Ответ, кстати, есть дальше, в этом же аяте. На основе чего он заслуживает, именно только он и никто больше не заслуживает поклонения, возвеличивания, вот этого, которое обожествление, скажем так. На основе чего? Творец всего. Раббиль алямин. Потому что он Господь всех миров. Он бесподобен. Больше нету Творца. Нету того, кто всем управлял. Нету абсолюта, кроме как Он. Он один единственный, бесподобный, всемогущий, всесильный. И поэтому никто больше не заслуживает обожествления, поклонения, отношения как к Богу, кроме как Раббиль алямин, кроме как Господь всех миров. Раб означает тот, кто сотворил. Означает тот, который дает пропитание. Означает тот, который говорит, что является халялем, что является харамом. Когда нам поститься, когда разговляться, он это устанавливает. Это его качество Господа миров. И именно поэтому он заслуживает обожествления, поклонения и отношения как к Богу, только он. Испытание через беды, несчастья, через лишения. Как ты будешь реагировать? Испытание через возможности. Когда у тебя появляется возможность завладеть чем-то запретным, без каких-либо последствий в этом мире, но ты понимаешь, что это является, Аллах тебе запретил этим воспользоваться. Испытание через разные ситуации. Кто наш Господь? Кто высшая ценность? Чье довольство мы ищем? Все это проявляется. Малики яумиддин, он властелин судного дня. Судный день, день, когда каждому будет воздаяние по его делам. За благо благом, за зло злом. И вот дальше вопрос. Аллах говорит: Малики яумиддин. Малики яумиддин как переводится? Малики яумиддин как переводится?
властелин, владелец. На самом деле два карата чтения есть. Одно другое добавляет. Он властелин и хозяин судного дня. Ну почему только судного дня, что ли? Аллах властелин только судного дня? Или он властелин сейчас тоже? Сейчас тоже. Ну почему выделяется судный день? Как думаете? Напоминание первое, но... Потому что это финальный расчет. Так, финальный расчет. Это важность, значимость. Есть То еще... есть последняя инстанция, она за Аллахом. Да. А давайте я другую фразу выражу. Вот в этом мире есть кто утверждает, что он Бог? Видишь, мы боги, человек сам себе хозяин, человек делает, что хочу. Ну попробуй не есть, попробуй не спать, попробуй контролировать те процессы, которые у тебя в организме происходят. Ты работаешь, ты живешь по тем правилам, которые установил для тебя тот, кто тебя сотворил. У тебя свобода выбора, она ограничена. И в этом ты испытываешься. В этом ты испытываешься. Фараон себя считал Богом. Некоторых людей ты найдешь, которые называли себя богами. В наше время в том числе. Которые считают, что они выше религии, они сами боги. Встречали такое? Так вот, в судный день никто ни о чем не будет утверждать. Никто не будет претендовать на то, чтобы быть Богом. Все будут смиренны. Я другой аят прочту. Аллах Та'аля говорит: «Яумахум баризуна ла яхфа аля Аллахи минхум шей'ун». День, когда они будут баризуна, люди, то есть все люди. Я, ты, все мы без исключения, наши предки, наши потомки будут собраны на одном месте. Может кто-то не верить в это, может кто-то не верить в это. Но когда это произойдет, будет поздно. День, когда мы все будем собраны на одном пространстве. Судный день. Яумахуму баризу. День, когда все творения будут баризуна, будут на открытом пространстве перед Господом миров, на поверхности. Ла яхфа аля Аллахи минхум шей. От Аллаха Та'аля ничто не будет скрыто. Все наши дела, у кого что в сердцах, у кого какие мысли сейчас идут, кто о чем говорит, кто что делает. Неважно, какие мы оправдания для себя привели. Истинное положение вещей, дел. Что я делал сегодня утром, кто-нибудь знает? Не знает. А вы что делали утром? Аллах Та'аля это знает. Это ничто от него не будет скрыто. Все наши дела на поверхности. Мы будем на поверхности. Никто от него не уйдет. Лиманиль мулькуль яум. Аллах скажет, кому принадлежит царство, власть сегодня. Кто тот, кто собрал всех? Кто оживил? Кто воскресил? Лиманиль мулькуль яум. Кому будет? Кто тот царь, который все это сделал? Что, какой будет ответ? Как думаете? Творения будут молчать. Никто не посмеет даже ничего заговорить. И Аллах Та'аля сам ответит. Лилляхиль вахидиль кахар. Власть, абсолютная власть принадлежит только лишь одному Аллаху. Одному Ему. Кахару. Аль-Кахару, тот, который всепобеждающий. Если Он захочет уничтожить кого-то, Он уничтожит. И представляете положение того человека, который в этот момент окажется. Он, возможно, не верил в это. Но вот этот день настал. И от него уже никуда не уйдешь. И изменить что-то поздно. И все дела твои как на ладони. И Творец, Господь всех миров, ты находишься перед Ним. Как отвечать? Тебе дано зрение, тебе дан разум, тебе дано естество, здоровые чувства, тебе дано твой организм. Как ты будешь отвечать за то, как ты свое время, свое тело, свои ресурсы истратил в этом мире? Помнил ли ты о своем Творце или нет? И я недолго осталось, несколько минут, иншаллах, постараюсь завершить. Малики яумиддин, царь, властелин судного дня, дня воздаяния. А после этого мы читаем сурат Аль-Фатиха. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Что это значит? Только лишь тебе одному мы поклоняемся. Есть такая фраза на'буду, тебе мы поклоняемся. А вот это ияки, это такая языковая особенность, такая изюминка. Она означает только тебе лишь одному мы поклоняемся. То есть относимся ва ияка наста'ин. И только лишь у тебя одного мы просим помощь. Дуа, знаете, что такое дуа? Мольба, даже? Дуа является одна из видов поклонения. Ад-дуа хуа аль-ибада, как в одном из хадисов приходит. Дуа это и есть поклонение. Мы свое смирение перед Аллахом показываем, когда обращаемся к Нему с мольбой. Так вот вопрос. Только лишь тебе одному мы поклоняемся, и только лишь у тебя одного просим помощи. Разве просьба о помощи, дуа, как бы масло масляное разве не получается? Идея понятна? То есть
Просьба о помощи у Аллаха. Дуа, когда делаем. Это же поклонение, правильно? Просить. Давайте так, если я сейчас подойду к какой-нибудь картине и начну в этой картине, или у Ибрагима. Ибрагим, аузубилля, заведи меня в рай, да? Если человек такой скажет, что получится? Это поклонение, нет? Поклонение. Прошу у живого человека, который не способен на это. Приписал ему божественное качество, что он меня в рай ведет или же лишит меня. Так же? Я прошу у него на то, на что не способен никто, кроме как Аллах. Это элемент поклонения. То есть дуа хуаля ибада. Дуа это поклонение, как в хадисе приходит. В чем же смысл, что только лишь тебе одному поклоняемся и только лишь у тебя одного просим помощи? В чем смысл здесь? То, что выделяется поклонение, их разновидностей много. Но из общего выделяется частное. Для чего? Из общего выделяется частное, указывая на его важность. В том числе, чтобы поклоняться Аллаху Та'аля, мы нуждаемся в Его помощи. И мы просим у Него, чтобы Он нам помог придерживаться Его религии. В том числе поклоняться. Давайте так. Иногда человеку говоришь, намаз совершай. Он что говорит? Не могу. Не могу, говорит. Правильно? Одень хиджаб. Не могу. Держи пост. Не могу. Отстранись от какой-то запретной вещи. Не могу. То есть, смотрите, мы нуждаемся в помощи. В помощи Аллаха Та'аля в том числе, чтобы придерживаться Его религии. Если ты понимаешь, что тебе нужно начать совершать молитву, одеть хиджаб, держать пост, что делай? Проси помощи Аллаха Та'аля, чтобы Он помог тебе. Чтобы Он помог тебе в этом. В том числе в поклонении Ему мы нуждаемся в этом. У нас осталось 2 минуты, иншаллах. Ихдина сират аль-мустаким. Следующая, величайшая просьба о помощи, это веди нас прямым путем. Что значит веди прямым путем? Укажи нам прямой путь. Иногда слышали такое? Один одно говорит, другой другое. Где же истина? Сталкивались с таким? Где же истина? Один одно говорит, другой другое. Аллах наш Господь, Он нас слышит. Обращайся к Нему, чтобы Он тебе показал прямой путь. Ихдина сират аль-мустаким. Дуа, которая является обязательной. Единственная дуа, которая является обязательным. В каждой молитве мы его делаем. Веди нас прямым путем. Сират аль-лазина ан'амта алейхим. Что это за путь? Это путь тех, кого ты проявил свою милость. Кто это? Это мультимиллионеры, богачи? Нет. Это пророки, путем пророков, путем праведных людей, правдивых людей. Те, кем Аллах доволен, веди нас их путем. Гайриль магдуби алейхим. И не веди нас путем тех, на кого ты прогневался. Валя даллин. И не заблудших. Кто это? Кто те, на кого Аллах прогневался? Кто это заблудший? На кого Аллах прогневался, здесь глубокий тафсир, но в 2 словах. На кого Аллах прогневался, это те, которые знали истину. Знали, как надо, но не делали, не поступали. Валя даллин. Это те, которые сбились с прямого пути на основе своего незнания, на основе своего невежества, того, что они не знали. Так вот, мы в каждой молитве просим Аллаха Та'аля, чтобы Он нас указал прямой путь, вел нас прямым путем, помог нам придерживаться этого прямого пути, и чтобы уберег нас от того, чтобы оставить следование предписаниям Господа миров, зная Его повеления. Пускай Аллах Та'аля примет наш пост, примет наши дуа и соберет нас всех в райских садах.